быть сегодня спокойно, не волнуйся. Вспомни, что ты изучала все эти 11 лет, шла к своей цели. Успехов тебе! Члены ГЭК подготавливают Марету Нальгиеву к предстоящему экзамену, ведь сдает она его не как все ученики в школах, а у себя дома. Пункты сдачи единого государственного экзамена на дому необходимы тем абитуриентам, чье состояние здоровья не позволяет им приехать в общественное место. Условия сдачи ЕГЭ на дому не отличаются от общепринятых. Здесь организован строгий контроль и видеосъемка процесса. Для проведения ЕГЭ для участников экзамена с ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур. Следует еще отметить, что экзамен увеличивается на 1,5 часа. Здесь практически все как на обычном экзамене. Правда, на входе не обыскивают на предмет наличия шпаргалки и не надо проходить через металлоискатель. Марета Нальгиева подготовилась к единому государственному экзамену основательно, в своих силах уверена, но небольшое волнение все же присутствует. К этому экзамену я готовилась 2 года. Я в основном ориентировалась на сочинение. Есть планы написать сочинение, просто пройти экзамен. Помимо основных предметов, девочка всерьез занялась изучением английского языка. Мечтает поступить на филологический факультет. А еще Марета хочет научиться готовить. Правда, учеба занимает все свободное время. Но кем она себя видит в будущем, Марета Нальгиева уже точно знает. Еще мечтаю обучать таких же детей, как я. Их успехи меня вдохновляют. Никаких поблажек, все как того требует закон. Двери шкафа, тумбы, в комнате опечатано все. В помещении должны находиться 6 человек. Это организаторы и руководитель пункта приема экзамена. Но и этого недостаточно. Также ведется онлайн-трансляция. В комнате Мареты на время экзамена установили камеру наблюдения. Девочка морально подготовлена, не волнуется, готова полностью к экзамену. Первый экзамен тоже прошел в штатном режиме, она сдавала математику, и нарушений не было зафиксировано. К проведению экзамена все готово. Организатор объясняет правила сдачи ЕГЭ. На столе у тебя может быть экзаменационный пакет, который мы тебе дадим, 2 черновика, гелевая, черная ручка. Также по мере необходимости ты можешь иметь продукты питания и лекарства. Если многие родители стоят за оградой в школах и ждут окончания экзамена, то мама Мареты стоит за дверью комнаты. Ашат Нальгиева никак не может найти место от волнения, ведь это особый экзамен для особенного ребенка. всячески троштурдя, троштмукчорнук, остылдят охцен. Ханскичи амхетсунус, но результат покажет измелкичи. Марета Нальгиева – единственная девочка с ограниченными возможностями здоровья в республике, которая сдает экзамен на дому. Для того, чтобы сдать ЕГЭ, у нее 4,5 часа. И будем надеяться, что сдаст она его как минимум на хорошо. И в будущем ее мечта преподавать таким же детям, как и она сама, обязательно сбудется. Светлана Томова, Хаваш Гойгов. Новости 24.